Еще раз доброе утро всем, друзья, вас рада приветствовать. Напоминаю, что сегодня мы отмечаем такие праздники, как Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. И кого мы могли бы позвать к нам в гости, как не Магомеда Бабхоева, председателя Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть у нас в гостях. Мы поговорим сегодня о нашей экологической ситуации, да, которая у нас в республике. И давайте сначала поговорим, вот два праздника, как я уже перечислила. Какие планы, что намерены делать? Праздник у нас официальное, так сказать, мероприятие мы решили немного перенести после праздника, да? Да. А так у нас на завтра запланирован субботник такой с участием всех желающих, экологов, общественников на территории города Магас и с последующим там разговением совместным. Такое небольшое мероприятие запланировано. Я знаю, что вы каждый месяц всегда делаете какие-то мероприятия, субботники, как вы уже сказали. А в целом, вообще, как вы оцениваете экологическое состояние нашей республики? В целом, обстановка у нас экологическая в республике довольно неплохая, даже хорошая по сравнению с другими субъектами. Многие проблемы удалось уже решить. Все такие наиболее острые вопросы в части там оборота отходов, многие другие вопросы удалось уже выстроить путь по развитию, так сказать, и уже четко, ясно, понятно, что уже у нас есть, чего мы достигли и к чему мы стремимся. И в ближайшие буквально год-два это все будет уже доведено до идеала. Эти проблемы уже окончательно будут решены. Тогда как в других субъектах это до сих пор представляет еще очень такую непростую ситуацию. По сотне свалок имеется, и по сбросу неочищенных водных объектов, и по выбросам в атмосферный воздух. По выбросам у нас вообще проблем таких не имеется. В общем, обстановка у нас одна из самых лучших. Действительно, результаты показательные. Это, наверное, говорит о том, что народ тоже прислушивается, да, к тем вообще акциям, где вы призываете людей не мусорить и так далее. Как вообще вы проводите эту работу с населением? Действительно, вот последние несколько лет мы целенаправленно делали упор именно на работу с населением. Хоть это и не профильное направление для комитета нашего, но зная, что вот те проблемы, которые копятся десятилетиями, они так и не будут решены и в дальнейшем, если не взяться вот именно за, так сказать, воспитание населения. Если население не поймет самой сущности этой проблемы и каждый сам для себя не решит, насколько это важно и какое будущее для себя, для своих детей каждый из нас желает. И вот благодаря такой целенаправленной работе за последние годы удалось очень сильно изменить отношение людей. Вы сами, как никто другой на телевидении, это, наверное, наблюдаете. Даже то, что раньше жалоб, обращений граждан в десятки, в сотни раз было меньше. Многие просто не понимали, что правильно, что неправильно. Благодаря и поддержке и телевидения, и других средств массовой информации удалось довести до большинства населения именно эту проблему, и удается достучаться практически до всех жителей. И те масштабные акции, которые ежегодно проводятся, они также свидетельствуют, что население все больше и больше понимает эти вопросы. И с каждым разом все более активнее подключаются и к субботникам, и к другим мероприятиям. Да, действительно, что очень важно. Совсем скоро будет Международный день очистки водоемов. Я знаю, что вы до этого проводили мероприятия какие-то. Расскажите об этом подробнее. У нас на этот год запланированы целый ряд мероприятий. В прошлом году, если у нас по работе с населением был один план по экологическому просвещению, опять-таки довольно обширный. В этом году мы уже разбили по направлениям на 3 плана.
и все они реализуются, в том числе по очистке, благоустройству есть отдельный план, целый ряд мероприятий, по посадке деревьев подготовлен, утвержден план, где будет высажено около 35 тысяч деревьев до конца года, и по экологическому просвещению, то, что с Министерством образования мы проводим во всех учебных учреждениях, это тоже дает очень хороший результат. На протяжении всего года очень большое количество и этих мероприятий у нас запланировано. Экологические уроки, всевозможные акции. Кстати, да, вот я мониторю вашу страничку, и там говорилось, что вы проводили эко-уроки. В чем вообще заключается суть этих эко-уроков, да, и как вы еще долго планируете их, ну, как бы, где еще планируете их провести? Они проводятся практически во всех школах. То есть охватывает все школы? В соответствии с планом, просто не во всех получается принять участие непосредственно. Но наши сотрудники выезжают и принимают участие, и помогают организовать, и методически, и помощь оказывают, и детям как-то помочь, заинтересовать, тоже эту работу проводят. Что самое главное, дети очень рады этому. Мы видим, что им этого не хватало, и с удовольствием участвуют во всех этих мероприятиях, с удовольствием сами проявляют инициативу. Дети у нас очень талантливые, как мы знаем. И вот каждое такое мероприятие вот оставляет массу удовольствия, такие впечатления положительные. Да и подрастающее поколение, думаю, их нужно воспитывать, что мы должны беречь нашу окружающую среду. Ну, это именно вот то, чего не хватало у нас. Да. Вот в постсоветском пространстве мы знаем, что вот этот момент он был немного упущен, вот воспитание с молодежи, вот то, что в учебном заведении происходит, понятно, учебный процесс и все остальное, но вот именно воспитание, вот это было немного слабо организовано. Вот благодаря вот этому и то, что касается вот экологии, охраны окружающей среды, это уже отражается и на всех других сферах. Вот человек, который воспитан беречь природу, любить свою родину, республику, он уже не будет как-то, не вырастет таким как-то негативной личностью, если так можно выразиться. Да, потому что изначально это заложено, да. Благодаря вам и нашей общей работе мы таким образом растим достойное поколение, я бы сказала. Я еще знаю, что совсем недавно был объявлен месячник, да. Расскажите, пожалуйста, что сделано и как вы отметили? Действительно, указом главы республики был объявлен месячник по благоустройству, очистке территории. В течение месяца было проведено большой объем работы, был выполнен, очень масштабный был план, но он практически на 90% выполнен, остались там доработки со стороны некоторых администраций, они тоже в настоящее время устраняются. Это очистка территорий, благоустройство там прилегающих к общественным территориям, госучреждениям, общественные места, парки, дороги, обочины, ну, в общем, целый комплекс мероприятий. И очистка водных объектов у нас в настоящее время проходит всероссийская акция «Вода России». В рамках этой акции очень масштабная работа ведется практически на всех водных объектах. Вот в августе месяце мы запланировали такую одну из самых масштабных акций на реке Сунжа, в том числе с приглашением федеральных гостей, Министерства природных ресурсов, Агентства водных ресурсов. Это будет масштабная акция по очистке реки Сунжа на всей протяжении реки, от Назрани и до города Сунжи, большим количеством участников, торжественных мероприятий. И в том числе у нас в рамках этой акции планируется уже заседание первого совета Северокавказского по экологической безопасности. Это вот буквально на прошедшем заседании Совета при полномочном представителе президента России в Северокавказском округе, главой республики Ингушетия, было сделано предложение о создании такого совета
и проведение первого заседания именно в Республике Ингушетия. Действительно, огромную работу вы выполняете. Спасибо вам, что пришли к нам в гости, и за такую работу, и с Днем эколога вас. Спасибо за приглашение, за поздравления. Удачи вам. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир. Самый экологически чистый регион нашей страны – это Ингушетия. Главная природная достопримечательность республики, конечно же, высокие горы. Воздух в горной местности особенно чистый, а также целебный. Флора и фауна региона богаты и разнообразны. Это один из немногочисленных регионов, которому удалось сохранить свою природу в первозданном виде. Активно за чистотой окружающей среды следит и Комитет по экологии и природным ресурсам Ингушетии. Ведомство защищает нашу природу от загрязнений. Мы осуществляем надзор в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, по водному законодательству, а также по геологическому законодательству, охраны недр. Кроме того, комитет занимается и разрешительной деятельностью, и нормированием, то есть выдаем соответствующие разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласовываем проекты нормативов образования отходолимитов на их размещение, выдаем решения на водопользование, договоры на водопользование, чтобы можно было выбирать воду из водных объектов. Также лицензии выдаем по недрам местного значения на право пользования недрами. Ведомство постоянно ведет работу по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства, также проводит различные профилактические мероприятия. В частности, для школьников организовывают уроки, где им объясняют о важности чистоты экологии. Периодически комитет выезжает на рейды. Вопрос у нас в республике, который осуществляется, это, естественно, и который привлекает большее внимание, это, конечно же, надзорная деятельность комитета. Надзорная деятельность, в целом, это осуществление проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме того, рейдовых проверок. Наших жителей больше всего интересуют рейдовые мероприятия, которые мы проводим. Это мероприятия по выявлению свалок, навалов отходов на территории республики, сбросов канализационных сточных вод, неочищенных водные объекты, и незаконное пользование недрами. Эту работу мы проводим в этом году, как и в прошлом году, довольно-таки в усиленном режиме. Все свалки, которые есть на территории республики, вплоть до самых мелких навалов, уже выявлены на территории. Все администрации, которые допускали нарушения на своих муниципальных образованиях, и главы этих администраций, все они уже привлечены к ответственности, к административной. Неоднократно наша республика становилась победителем различных экологических конкурсов. Также в прошлом году в рейтинге самых экологически чистых регионов Ингушетия заняла первое место. На площадке рядом с прудом, который восстановлен в рамках развития водохозяйственного комплекса, есть такой у нас федеральная целевая программа, сокращенное наименование «Вода России». На этой площадке мы планируем провести праздничное мероприятие. Это масштабное мероприятие, там будут различные конкурсы, концертная программа, там будут угощения для всех желающих. И это будет результатом как раз проведенного нашего большого субботника. Рассматриваем вопрос о приглашении на данный субботник специалистов книги рекордов Гиннесса. Это пока что у нас так в проекте. Вся эта работа будет проводиться в рамках акции «Вода России» на территории республики, в которой Ингушетия уже 2 года подряд заняла первые места, и мы планируем занять еще и в этом году. Это самая масштабная экологическая акция в России. Чистота окружающей среды – это залог здоровья жителей, поэтому необходимо оберегать природу, и касается это каждого человека.